Hayırlı erте, qadrli o'quvchilar ham o'qituvchilar. Hayırlı erте, hurmatli ата-әсәләр, барыгызны белем көне менән кайнар котлайм. Доброе утро, дорогие ученики, доброе утро, дорогие учителя, родители. Я от всей души поздравляю вас с Днем Знаний. Я извиняюсь, что отнимаю от ваших уроков буквально несколько минут, но очень хотел к вам сегодня обратиться. Прежде всего, к нашим школьникам. Я прекрасно знаю, как ребята соскучились по своим учителям. И точно так же я знаю, как учителя соскучились по вам. Как они хотят все вместе собраться в школах, и как это было в старые добрые времена, учиться вместе, постигать доброе и вечное. Да, предыдущий период для всех нас был непростой, даже для малышей, даже для старшеклассников, потому что приходилось учиться на дистанционной форме, очень серьезная нагрузка была информационная и так далее, и так далее. И ребятам было очень плохо. Очень было плохо и учителям. Тем не менее, мы решили начать этот учебный год так, как всегда мы его начинали. В наших классах, в наших школах. И здесь я прежде всего обращаюсь сегодня к нашим ученикам. Поберегите себя, пожалуйста. До сих пор коронавирус не дремлет, он есть, он вокруг нас. Вы берегите себя, но особенно поберегите своих учителей. И это, наверное, для вас самая главная задача и самое главное ответственное поведение. Потому что среди наших учителей есть люди уже в возрасте, есть люди, которые уже немножко побаливают. И им категорически нельзя болеть коронавирусом. Категорически нельзя, они очень тяжело его перенесут. И поэтому здесь многое зависит именно от вас. Где-то носить маски, обязательно мыть руки. Стараться вместе не собираться, обязательно проветривать ваши комнаты. Вам в этом помогут медицинские инспекторы. Это очень серьезные выпускники медуниверситетов, которые придут специально в ваши школы и будут посмотреть за тем, как вы соединяете и соблюдаете эти правила. Я обращаюсь к нашим дорогим учителям. Мы действительно, и спасибо вам, это вы просили, чтобы мы начали этот год так, как мы всегда его начинаем. И это очень важно на самом деле, потому что помимо знаний, вы нашим детям прививаете самые лучшие человеческие качества, и они вас за это бесконечно уважают. Низкий вам поклон. Спасибо, что все это время вы не дрогнули и вместе с нами идете к детишкам. Прошлый год, когда дети наши старшеклассники сдавали ЕГЭ, был очень сложный. И тем не менее, подавляющее большинство старшеклассников пошли и сдавало ЕГЭ. И очень неплохо сдали, даже лучше, чем в прошлом году. В этом году я тоже обращаюсь к нашим старшеклассникам. Учитесь, сдавайте ЕГЭ качественно и поступайте в вузы. Открою небольшой секрет, хотя он уже не секрет. Мы уже в этом году увеличили количество бюджетных мест в наших башкирских вузах почти на 1500. В следующем году почти на 2000. И так каждый год будем увеличивать. Это о чем говорит? О том, что у вас будет больше возможностей поступить в наши родные башкирские вузы, которые дают хорошее образование, и самое главное, все-таки вы будете жить здесь и не будете разлучаться с вашими родителями. Поэтому для вас этот год очень важный. Он будет, наверное, непростой. Но если вы в себя поверите, все у вас на самом деле будет хорошо и отлично. Обращаясь к нашим малышам, совсем еще юные наши дети придут сегодня в первый класс, в первый, второй, третий, четвертый. Некоторые еще играют, наверное, в куклы, в машинки и так далее. В принципе, их можно приносить на уроки, но, наверное, на уроках уже, конечно, играть нельзя. На уроках нужно учиться и обязательно слушать наших учителей. Поэтому я уверен, что наши малыши сегодня, вернее завтра, войдут в этот мир замечательный и, соответственно, будут получать знания. Особенно важную вещь хочу сказать, что президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, принял очень важное и очень нужное решение для наших малышей прежде всего, потому что наши малыши с 1 по 4 класс будут получать бесплатное горячее питание. И я обращаюсь к малышам, говорю, кушайте хорошо, набирайтесь сил, а мы постараемся сделать так, чтобы в столовых кормили вас хорошо, чтобы там было качественно и вкусно. Еще хочу сказать, что весь этот год мы тоже не дремали, не сидели сложа руки. Мы навели порядок более чем в 150 школах, и в этих школах, крупных самых школах, есть стоматологические кабинеты. Хорошие, качественные, современные, где работают профессиональные врачи, стоматологи. Поэтому я обращаюсь к нашим школьникам, чтобы вы не боялись идти в стоматологические кабинеты и выходили с замечательными красивыми улыбками после окончания школы. Я хочу еще сказать, что
у нас в школах мы вводим разные программы. И «Взлетай», и спортивная борьба в школах, и другие. Потому что не тратьте время впустую, когда вы учитесь в школе. Потом не будет времени. Читайте больше, занимайтесь спортом, и тогда вы выйдете уверенными и сильными ребятами, настоящими башкортостанцами. Позвольте вам всем пожелать еще раз, поздравить вас с началом учебного года, пожелать крепкого здоровья. И вновь обращаюсь прежде всего к родителям. Сегодня некоторые из вас не попали на школьные линейки. Не обижайтесь на нас, пожалуйста, потому что мы заботимся в первую очередь о ваших детях и, подчеркиваю, об учителях. Да, уроки мы проведем школьные, вернее, наши линейки проведем таким образом. Но самое главное, чтобы дети учились в школе. Самое главное, чтобы у нас не ударил коронавирус и чтобы нам не пришлось останавливать школы снова. Я родителям тоже хочу сказать огромное спасибо, потому что именно с вами, уважаемые родители, мы прошли несколько месяцев тяжелого пути, то, что называется онлайн-обучение. И только вы, наверное, знаете, как тяжело оно вам тоже в том числе досталось. Я всех вас поздравляю. Я всем вас желаю крепкого здоровья, успехов. Если верить в свои силы, все у нас на самом деле получится. Будьте здоровы, всего доброго. Спасибо.